Уважаемый Вадим Валерьевич, уважаемые участники, прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному директору Российской государственной библиотеки за поддержку проведения сегодняшнего мероприятия и его прекрасную организацию. Для меня большая честь выступить в стенах этой прославленной библиотеки, собравшей многочисленных поклонников творчества Махтумкули. Махтумкули Фрагиб по праву вошел в пантеон мировых литературных гениев и выдающихся исторических личностей. Самобытность и универсализм, национальное и общечеловеческое, сплав этих понятий составляет главную особенность поэтического творчества и философии Махтумкули. Именно в этом заключается его привлекательность для миллионов людей, почитателей его таланта во многих странах, независимо от национальности, религии, социального положения. О мировой значимости Махтумкули свидетельствует успешно проведенная 11 октября в Ашхабаде международной конференции «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа современного мира и развития», участие в которой приняли руководители десятков государств и международных организаций, в том числе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Конференция стала событием мирового масштаба, и, как справедливо отметил президент Туркменистана, наследие Махтумкули навсегда закрепилось в сокровищнице общечеловеческой цивилизации. Для Туркменистана, нашего народа, имя Махтумкули не просто священно. Оно вошло в ткань современной туркменской государственности, его внутренней политики, служит ориентиром во взаимоотношениях с другими государствами. Призыв к туркменскому народу быть сплоченным, преодолеть разобщенность составлял один из главных определяющих мотивов в деятельности и творчестве Махтумкули. Он обращался к современникам и потомкам, и этот призыв был услышан. Сегодня Туркменистан – государство, опирающееся на единство народа. Оно делает все для обеспечения мира и общественного согласия, достойного материального достатка для нашего населения, его духовного и физического здоровья. Это является ключевым условием и гарантией необратимости созидательного развития страны. Мир, социальную стабильность, межнациональное согласие и гармонию в Туркменистане мы ценим превыше всего. Храним и будем хранить, как зеницу ока. Великое наследие Махтумкули определило концептуальную основу туркменской внешней политики. Его голос в защиту мира, справедливости, гуманизма, дружбы, открытости и уважения ко всем народам – все это вошло в генетический код туркмен, стало альфой и омегой их мироощущения как части человечества. Махтумкули внес бесценный вклад в процесс взаимопроникновения собственной культуры туркмен с культурой, жизненным укладом других народов и одновременно формирование туркменского национального характера, который при всей его самобытности всегда оставался общечеловечным. Ему не присущи этническая замкнутость и обособленность. Напротив, он открыт, восприимчив к окружающему миру, сочетая в себе демократизм и традиционность, уважение к другим и собственное достоинство. Поэтика Махтумкули – это гимн патриотизму. Он любил свой народ, свою землю, завещал беречь и ценить ее. Сегодня Туркменистан на деле воплощает его заветы. Это выражается в продуманной государственной политике в сфере демографии, комплексной поддержке материнства и детства, масштабном строительстве нового комфортабельного жилья и льготных условий для его приобретения, динамичном развитии здравоохранения, индустрии туризма и отдыха. Отдельно нужно выделить в этой связи проводимую в нашей стране молодежную политику. «Растив роги достойных сыновей, они дороже сабель и коней», писал Махтумкули. Всесторонняя поддержка молодежи в Туркменистане возведена в разряд приоритетных государственных задач. В стране делается все для раскрытия огромного потенциала молодежи, удовлетворения ее растущих образовательных, инновационных запросов, создаются условия для реализации творческих замыслов и идей. Открываются новые высшие учебные заведения, оснащенные самым современным оборудованием. Сооружаются сотни объектов для полноценного досуга молодых людей, занятия физической культурой и спортом.
Неуклонно расширяется государственная поддержка молодежи в материальном и социальном плане. Ежегодно повышаются размеры стипендий и других выплат. Уважаемые участники, поэзия и философия Махтумкули, вся его подвижническая жизнь и деятельность – это бесценное достояние, которое он оставил и завещал нам, продолжателям и наследникам его идей и идеалов. Туркменистан, туркменский народ воспринимает заветы своего национального гения как ясный и истинный жизненный, государственный и политический ориентир, верность которому – наш священный долг и обязанность. Поздравляю всех присутствующих с юбилеем Махтумкули, желаю успехов в проведении сегодняшней конференции. Большое спасибо. Каждый из присутствующих здесь москвичей является читателем Ленинки. Мы низко кланяемся библиотеке, которая всегда была и остается для нас кладезем разума, как всемирной мудрости, так, конечно, и великой мудрости Востока. Слово предоставляется генеральному директору Российской государственной библиотеки, президенту Российской библиотечной ассоциации Вадиму Валерьевичу Дуде. Ваше превосходительство, господин посол, уважаемый Эсен Мухамедович, дорогие друзья, нам очень приятно видеть вас сегодня в Ленинке. Вы задали, господин посол, такую планку, что не хочется просто вот прочитать приветствие формальное. Была замечательная цитата про достойных сыновей. Я думаю, что у нас очень много общих ценностей. Год назад мы отмечали столетний юбилей великого поэта Расула Гамзатова. И вот у него есть, так, если я, конечно, вспомню точно эти несколько строчек, они очень похожи на то, что прочитали вы. «Веками учил ты и всех, и меня. Трудиться и жить не шумливо, но смело. Учил ты, что слово дороже коня. Джигит же коня не седлает без дела». И мне кажется, есть так много общего в наших культурах, нам понятны эти строки. И мы с вами уже начали обсуждать итоги, такие очень предварительные итоги саммита БРИКС, который прошел на прошлой неделе. Я думаю, что все сводится к одному очень простому посылу. Нужно беречь каждую культуру. Нужно уважительно относиться к нашей истории, к нашим традициям, к особенностям наших стран и жить вместе, не шумливо, но смело, как учат наши классики. Господин посол, я хочу выразить искреннюю признательность за то, что вы передали нам в дар в фонд РГБ юбилейные издания Махтумкули Фраги. И конференции я хочу пожелать, как обычно, вдохновения и новых идей, новых открытий, потому что, конечно, без Махтумкули очень сложно представить себе развитие и философии, и поэзии, и литературы Туркменистана. И это, конечно же, очень весомая часть мировой культуры. Спасибо большое, удачи и вдохновения. Конференция проводится в рамках Московского международного фестиваля «Звуки Дутара» имени Нуры Халмамедова. Слово предоставляется арт-директору фестиваля, композитору, члену Союза композиторов России и Евразии Мамеду Сулеймановичу Гусейнову. Здравствуйте, дорогие друзья! Большая благодарность всем, кто принимает сегодня участие. Большая благодарность Российской государственной библиотеке за такую возможность. Мы в этом году второй раз уже у вас. И это, я думаю, что у нас, знаете, задачи общие, потому что в прошлом году, когда мы проводили конференцию, и мы всегда задаем такие проблемы, решаем эти проблемы на конференциях, ищем пути решения. И мы задаем всегда такой вопрос, почему распалось вот такое единое культурное пространство, как его возобновить. И вот выяснилось, что и у Российской государственной библиотеки схожие проблемы, вы не получаете какие-то издания современные из бывших республик Союза. И вот мы сегодня как-то, наверное, немного решили эту проблему. Вот Махтумкули появился у вас, да. Поэтому, и вообще, мы когда начинали свой фестиваль в 2015 году, мы говорили, что это фестиваль туркменской классической музыки.
А когда мы начали его проводить, то выяснилось, что не только туркменская классическая музыка забылась и вообще не звучит, а вообще народы России сегодня не звучат, композиторы. И вот мы так расширили концепцию, у нас превратился фестиваль искусств, где мы пропагандируем не только туркменское искусство, но вообще национальные культуры всех республик Советского Союза, ныне СНГ и России, народов России. Потому что я, когда учился еще в Российской академии музыки Гнесиных, уже тогда я заметил эту проблему, что перестали изучать эту музыку. Сегодня мы знаем все симфонии Малера, Рихарда Штрауса, симфоническую музыку, но не знаем совершенно народы России, народы соседних стран музыку. Поэтому наш фестиваль именно академической этномузыки, можно так сказать, и мы пропагандируем. И в этом году у нас представилась такая возможность в связи с юбилеем Махтумкули провести несколько конкурсов. И мы провели конкурс композиторов, конкурс живописи, конкурс чтецов. Вчера вот у нас как раз проходило очное прослушивание чтецов. Это очень интересно, когда российские дети, российские студенты читают стихи. Это потрясающе, потому что это объединяет, мне кажется. Через вот такое академическое искусство мы объединимся, потому что фольклор есть у каждой страны. И вот когда мы смотрим разный фольклор, то это интересно, но точек соприкосновения, я думаю, мы не видим в фольклоре другого народа. А вот когда мы через классическое искусство мы видим живопись, мы видим классическую музыку, особенно исполнители это исполняют, это потрясающе. Вот в этом и происходит взаимопроникновение культур, мне кажется. И вот я рад, что это мы проводим. И вот итог наших конкурсов стал вот этот вот сборник, куда вошли лучшие работы композиторов на стихи Махтумкули и живописных работ. Вот у нас, кстати, в Центре восточной литературы пройдет 16 ноября по 16 декабря выставка художественная всех работ лауреатов. Поэтому я благодарен всем и ждем вас на новых наших фестивалях. И я бы хотел преподнести этот сборник Российской государственной библиотеки. Спасибо большое. Ваш фонд. Также я, пользуясь случаем, хотел бы наградить наших лауреатов. Это... Сейчас, минуточку. Да, это лауреаты наших конкурсов. Сегодня они здесь, композиторы. Коренков Никита Александрович, лауреат первой степени. Передайте ему книжку. Да. Также Промышленников Михаил, лауреат второй степени. Также у нас, я считаю, такая вот, можно подержать? Такая у нас победа, можно сказать, творческая. Это когда, знаете, привлекаешь к работе, в творческой работе не только студентов. Вот сегодня мы наградили студентов, они написали потрясающие произведения, но когда уже привлекаешь, можно сказать, признанных мастеров, классиков сегодняшней классической музыки, и это большая победа, что они могут откликнуться на это предложение, написать произведение. И вот такая победа сегодняшнего нашего фестиваля в этом году, это то, что Кирилл Евгеньевич Волков откликнулся, написал диптих на стихи Махтумкули, и это потрясающе. Вы сегодня его, кстати, услышите. Мы гордимся этим. Это победа для нас, да. Спасибо.
органично будет вслед за выступлением Мамеда Сулеймановича нам услышать этот диптих народного артиста России, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, ученика великого Арама Хачатуряна, Кирилла Евгеньевича Волкова на стихи Махтум-Кули. Здесь использовано два стихотворения. Это «Не пойму» в переводе Юрия Гордиенко и «Лебеди» в переводе Арсения Тарковского. Двухчастный цикл, назовем его термином таким глазуновско-мисковским, «Песня и рапсодия». Вот эта модель двухчастного цикла, она сложилась именно при работе русских классиков с музыкой Востока. И вот это парадоксальное сочетание медленного и быстрого, и парадоксальное сочетание классической европейской формы и классической туркменской дестанной формы с кульминацией ширваном, с использованием таких ладов, как лад кырклар, и с использованием очень многих интересных этнических приемов. Исполнят этот цикл лауреаты фестиваля «Звуки Дутара» разных лет. Вокальные сольные партии исполняют лауреаты фестиваля прошлого года. Елена Дружинкина, она споет первый номер, и победитель прошлого фестиваля Мария Митюрева, сопрано. А партию фортепиано мы немножечко уже приоткроем завесу неизвестности и над исполнительским конкурсом. Победитель в номинации «Сольная фортепианная игра» этого года, а также лучший концертмейстер двух фестивалей этого и прошлого, выпускница Института имени Шнитке Мария Буянова. А девушки-певицы, они окончили ГИТИС в мастерской Юрия Константиновича Лаптева. Итак, Кирилл Волков, диптих на стихи Махтум-Кули, «Не пойму», «Лебеди». Части исполняются без перерыва. Что разлука, не пойму, не пойму. Служивший телу истины давно, что радость и что мука, не пойму, приходит смерть, и муж подобный льву, сраженный ею падает в траву, где смерть берет такую тетиву, и дерево для лука не пойму. Я жизнь свою растратил на торгах, не устоял я в битве на ногах. То море или лужа в берегах, знак севера или юга, не пойму. Пошел я комнат жизни с головой, прошел степями свеженной травой, но где граница до души живой? И где ее
Странники, взгляните на меня. Кто еще подобно мне томится? Мотыльки, любовники огня. Кто из нас к блаженству не стремится? Ветер, ветер, ты в чужих краях пел в ушах, вздымал сухие травы. Есть ли в мире справедливый шаг? Где его счастливая держава? Муж святой, ты видел горный рай, ты земной благословляешь край. А на белом свете правит бай. Укажи, где нищему укрыться. Дудку сделал я из тростника. Ростовщик услышал должника. Лебеди мои от ястребка разве может спрятаться синица? На земле моя Менгли жила. Обожгла мне сердце и ушла. У меня в груди ее стрела. Где она, какой звезды царица? Я тоскую по родным краям. Кто с любимой бродит по горам? Дай мне весть, по-прежнему ли там дождь идет? Дождь идет, седой туман клубится. За годами промелькнут года, новые возникнут города. Кто мне скажет, будет ли тогда по Корану человек молиться? Мало говорил Махтум Кули. По глазам печаль его прочли. Отеческой земли. Мне ль не горько с
исполнительницам Елене Дружинкиной, Марии Митюревой, Марии Буяновой. Народный артист России, композитор Кирилл Волков. Сейчас прозвучит произведение на стихи Курбан-Назара Изизова. Этот поэт 20 века, но он в своих стихах практически во многих использовал цитаты Махтумкули. Это был любимый поэт. Ну, вообще, это, наверное, любимый поэт всех туркменских писателей. Но особенно вот Курбан-Назар Изизов, у него очень много цитат из Махтумкули в его собственных стихах. Поэтому мы сейчас исполним произведение, которое называется «Моя земля». Соответственно, это произведение Мамеда Сулеймановича Гусейнова. Исполняет солистка Московского театра Геликон оперы, лауреат международных конкурсов Дарья Гусейнова. Я ел твой хлеб, я брал твою соль, вершил твой путь, терпел твою боль. И спотыкался, и вновь вставал, но никогда я тебе не лгал. Первое слово мое тебе, первая нежность моя тебе. За белым садом у скал крутых лежат могилы моих родных. Вот здесь когда-то счастливым был, в тени деревьев вино я пил. И где б я ни был, со мною ты, не разменяю я на цветы. Твои барханы степной тоски, твои тоски, твои тоски.
благодарим его превосходительство господина посла и господина генерального директора библиотеки имени Ленина за то, что они были с нами. И я думаю, что теперь, Мамед Сулейманович, минут 5 перерыв у нас, чтобы мы приготовили аудиторию. Давайте 10-минутный перерыв, и мы начнем конференцию. Большое вам спасибо. Grazie mille.